ДК Назрани Министерством культуры региона был организован и проведен День работников культуры, где были отмечены лучшие сотрудники различных подведомственных организаций Минкульта Ингушетии. В зрительских ложах сидели люди, которые не один десяток лет проработали в музеях, библиотеках, театрах, архивах и других сферах. Но кроме грамот, благодарности и теплых слов от коллег, собравшихся, порадовал приезд в нашу республику известного российского актера театра и кино, певца Антона Макарского. Актер известен многим зрителям еще по роли капитана Фёба де Шатапера в знаменитом мюзикле «Нотр-Дам-де-Пари». Кстати, Макарский на Дне работников культуры исполнил песню «Бель», чем несказанно порадовал зрителей. После теплых слов, громких оваций, многочисленных снимков на память, Антон Макарский вместе с министром культуры Михаилом Базоркиным отправились в небольшую экскурсию. Сначала это была столица республики, а затем они направились в горную часть Ингушетии. Познакомились с древними архитектурными сооружениями Ингушетии, им не помешали ни проливной дождь, ни снег, который выпал в некоторых населенных пунктах Джайрасского района. Особенно Макарского заинтересовали древние храмы. Ингушетия меня просто поразила. Не только вот этими пресловутым гостеприимством, не только красотой этих мест. Я готовился, что увижу эту красоту, но сочетание, уникальное сочетание традиций, древних традиций, с новейшими технологиями, как, например, в Магасе я встретил. Это же просто, это как это скамейки с подогревом, это как это остановки, где ты пишешь сообщение, и сообщение сразу же приходит на аппарат, да, мэру. Это для меня что-то из области фантастики. И сегодня мы путешествуем по горной Ингушетии, где я вижу сочетание православных, древнейших святынь, мусульманских святынь, где я вижу города средневековые, с таким уровнем цивилизации. Я не понимаю, почему здесь до сих пор не стоят на каждом углу флажки с ограничениями, что это руками не трогать, сюда не заходить, потому что это драгоценность. Вот эта земля, по которой я сегодня хожу, вот эти стены древнейшие, к которым я имею счастье прикасаться, это нужно просто хранить как вот драгоценность. Уникальный момент, когда я на 3 дня один, без жены, без детей, вырвался куда-то, где могу не просто поучаствовать в концерте, а еще вот насколько возможно впитать в себя традиции, культуру и дух того места, где бываю. Знаменитый храм Тхабаерды, расположенный в горной части Ингушетии, датируется 8 веком, но Антона Макарского он заинтересовал не только как архитектурное сооружение, но и как святыню. То, что это сохранилось, это большая... Я даже не знаю, как сказать, прикоснуться к этим стенам 8 века до того, построенных до того, когда на Руси появилось христианство, это, конечно, это святыня. Вот эта земля, она помнит тех людей, которые верили так, что, наверное, нашему поколению и не снится. Хотя мы говорим, мы православные христиане, мы позиционируем себя так, да? Я думаю, что мы очень мало знаем о настоящей вере. И, может быть, дело даже не в том, что, да, в наш 21 век мы достаточно расслаблены, мы цивилизацией подточены, а может быть, мы лишены вот того, что сейчас я вижу. Мы забиты в каменные мешки, в каменных джунглях. И для нас это привычно и хорошо. Не знаю, я не говорю, что это плохо или хорошо. Я просто хочу здесь подольше побыть. Макарский не только играет в театре и кино, занимается исполнительским искусством, но еще и работает на телевидении. На телеканале «Спас» он ведет программу «Святыни России». Вместе с ним по работе в обычные путешествия выезжает его коллега, звукорежиссер Александр Белоусов. Вот и в поездку в Ингушетию Александр приехал с Макарским, чему был несказанно рад. Республика его приятно удивила.
В Ингушетию я приехал, у меня впечатление выше крыши. Очень я серьезно сейчас говорю, потому что, во-первых, нас встретили, во-вторых, нам сразу показали какие-то традиции. Я был очень сильно удивлен и до сих пор продолжаю удивляться. Ну и места, конечно же, я очень люблю горы, а здесь это есть, и тем более, ну, сегодня такая погода удивительная. Пошел снег. Сначала мы были расстроены, а потом я понял, что нам просто повезло. Такой снег увидеть, такой снегопад, 15 сантиметров сразу выпал снег, это прямо очень интересно. И когда мы увидели, как вид открылся немножечко, снег прекратился, мы за снегом увидели горы, увидели эту потрясающую природу, увидели эти невероятные постройки, многовековые. И он замер и сказал: ух, как же хочется здесь пожить. Год-другой. Не день, не сегодня остаться на 2 часа, а год-другой. Вот то, что меня сейчас окружает, это смывает вот ту самую суету, о которой вы говорили, городскую, суету мегаполиса, суету мирскую, даже употреблю такое слово, и заставляет задуматься о вообще смысле нашей жизни. Приезд в республику стал для Антона Макарского не только очередным культурным походом, который увенчался встречей с поклонниками, но и эта поездка его духовно обогатила. И он обещал обязательно приехать в Ингушетию еще и не раз.